Девиз нынешнего юбилейного форума задает ориентиры на будущее и определяет его формат. Для российского бизнеса на данной площадке открывается широкое поле для деятельности. Заключенные здесь контракты позволят обеспечить российскую экономику в целом, а также улучшат благосостояние регионов страны в частности. Наш регион на главной деловой площадке года планирует сотрудничество в различных направлениях экономики, в том числе в сфере высоких технологий. Так, глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов подписал соглашение о сотрудничестве с директором Ассоциации кластеров и технопарков России Андреем Шпиленко. В регионе активно формируется промышленный кластер. Как я уже сказал, в рамках кредита доверия в течение нескольких месяцев мы внесем данный документ совместно с профильным министерством на рассмотрение Минпромторг России. И я надеюсь, после запуска данного инструмента в регионе появится еще дополнительный стимул вхождения в ваши цепочки инвесторов с пониманием, что данный механизм позволит и им снижать издержки на, в том числе, импортозамещающие проекты. Вот, наверное, самое большое и очень важное для нас событие, которое случится в вашем регионе. При этом также мне хотелось отметить очень четкую, понятную работу с регионом. Мы за то время, пока работаем, сталкивались только с поддержкой, помощью на всех этапах. Но самое главное все-таки для нас результат и дать возможность малому и среднему бизнесу входить в цепочки, получать меры государственной поддержки. Соглашение для нас очень важное в той части, что тот промышленный кластер, который у нас индустриальный парк, 1, 2, он заработает, но самое главное изучение наших предприятий промышленных, и там в последующем они готовы, и это нам инвестировать, помогать нам в той части развития этого. И в последующем, чтобы мы могли на уровне уже целом России, министерства с ними вместе полностью взаимодействовать, интегрировать нашу республику, нашу площадку, не одну, пусть две, интегрировать в целом ее промышленный кластер. И я думаю, у нас будет результат. В рамках форума также состоялась встреча главы Ингушетии Махмуд Али Калиматова и генерального директора АО «Курорты Северного Кавказа» Хасана Тимежева. В ходе встречи было получено подтверждение о готовности корпораций финансировать простаивающие предприятия республики, которые при небольших вложениях возможно запустить. Это порядка 11 предприятий. Также стороны обсудили развитие туристической отрасли. Начну с проектов, которые мы там обсуждали, и там ключевой проект, который сейчас и вас, и нас интересует, это проект Сунжа, который буквально недавно получил одобрение кредитного комитета Сбербанка. Сейчас мы на основании последнего... АПК Сунжа, да? Да, по Сунжу, да. Сейчас мы на основании... Спасибо, прям здорово. Да, тут такая комплексная работа, наверное, всех коллег прошла. Сейчас мы на совет директоров в ближайшее время планируем вынести и скорректировать то решение, которое было принято в конце прошлого года. На основании этого уже начать финансировать данный проект. Буквально я позавчера, еще будучи там, принимал людей. У нас в форме, так назовем их, гостевых дворов, гостевых таких вот то есть, домов. Мы, во-первых, население, чтобы трудоустроить, мы взяли, и мысль пришла мне, я говорю, давайте пройдите по домам. А там же гряда идет, вот, там 4 села этих. Я говорю, переговорите с людьми, давайте им какие-то субсидии дадим, там, холодильник купить, дополнительно там стиральную машину, душ поставим, то есть семейный такой, и то есть дом, много стариков живут, то есть там не заняты, а дома-то у наших земляков достаточно. И мы договорились, уже 12 домов мы уже заключили с ними соглашение, и они как туристические гостевые дома. Но кроме этого, у нас инвестор сейчас нам проект представил, не проект, эскиз, я сказал, до 15, если проектов не будет, мы будем. У нас привлекательность инвестиционная в республике сейчас, но удивление, да, очень серьезное. У нас очень многие вот пошли сейчас. И у нас выбор даже есть. Республика Ингушетия и акционерное общество «Выставка достижений народного хозяйства» ВДНХ на полях форума подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого регион будет проводить на территориях комплекса в Москве культурно-массовые мероприятия.
Документ был подписан главой региона Махмуд Али Калиматовым и гендиректором ВДНХ Сергеем Шагуровым. Мы планируем здесь встречи, заключение соглашений, рамочных соглашений. Но первое у нас самое главное – это сотрудничество, которое мы предполагаем. У нас сейчас идет развитие республики, мы много производств спустили, так сказать. И у нас будет ВДНХ, нам павильон дает, мы будем там неделю выставляться. Мы с Татарстаном будем встречаться, потому что там взаимодействие у нас, наверное, соглашение по следующим, но сегодня мы будем ознакомливаться, потому что у нас работает предприятие алюминиевого кластера. То есть у нас есть профиля алюминиевые, мы плавкой занимаемся алюминием, в небольшом количестве, но все-таки. Поставка продукции. У нас очень серьезно развита сейчас южная индейка, предприятие такое по производству охлажденной и мороженой индейки, которая дошла до 5000 тонн. На сегодняшний день выпускаем. И последующим у нас еще овощи, это помидоры, огурцы, которые тоже от 5 до 15 тысяч, уже 5 тысяч выпускаем, да, то есть производим, то есть поставка. Поэтому у нас есть заинтересованность предприятия, развитие у нас идет. И у нас прекрасная логистика, то есть у нас есть федеральная трасса, у нас аэропорт, сейчас с сентября будет международный. И второе соглашение государственно-образовательным центром, у нас филиал есть, но мы хотим соглашение, чтобы в последующем была подготовка. Мы ориентир меняем в целом на сегодняшний день образовательную часть. Образовательная часть какой смысл? В каком-то вот инновационном, да, айтичное направление. То есть даже те вузы направления мы обратили внимание на техническую составляющую. То есть мы не гуманитарные, оно само по себе, оно всегда доля останется. А вот именно нам не хватает специалистов, именно инженеров всех направлений, энергетики, машиностроители, роботехника и тому подобное. Вот эти все вещи. Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором с речью выступит президент России Владимир Путин. Оно пройдет уже завтра. Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Новости 24.